этого года Чермен Геоев вместе с друзьями отдыхал на Черном море. Но отдых омрачился несчастным случаем. Подругу Чермена зацепил катер. Молодой человек оказал первую необходимую помощь, благодаря которой девочка выжила. И сегодня Чермен Геоев в нашей студии вместе с директором колледжа, в котором учится, и со своей мамой. Здравствуйте. Здравствуйте. Чермен учится в медицинском колледже Владикавказа. Я рада приветствовать вас, Таймураз Дмитриевич, у нас в студии. А маму Чермена зовут Нонна. Чермен, расскажи, пожалуйста, вспомни тот день, когда все произошло. Расскажи, как ты об этом узнал, увидел, как отреагировал. Ну, все произошло очень быстро. Мы отдыхали просто, проводили беззаботное время. Вот. В один момент мы ныряем с подругой и слышим какой-то звук распиливания. Мы не поняли сначала, что это. Я выныриваю, и меня что-то бьет по голове. Ну, я испугался, в глазах потемнело. Вот. Я всплываю, смотрю, у подруги растекается что-то красное вокруг нее. Я сначала подумал, что это блик от солнца, потом пригляделся и понял, что это кровь. Я запаниковал, я не знал, что делать сначала. Смотрю на нашу третью подругу, вот. Ну, она тоже в шоке, вообще просто плавает на месте. И я понимаю, то, что если я сейчас не соображу, ну, все будет плохо, все может плохо закончиться. И начинаю плыть к берегу, поддерживаю ее, начинаю кричать: вызовите скорую, помогите. То есть ты ее с собой взял, как бы, да? Я ее поддерживал и так плыл. Помогал доплыть. Потом развернулся катер и помог нам доставить ее на берег. Вы сразу вызвали медиков, да? Да, моя тетя сразу вызвала скорую помощь. И пока она ехала, я всячески ее поддерживал, разговаривал с ней. Мы поливали ей голову холодной водой, чтобы она не отключилась. И после чего ее забрала скорая помощь. Я знаю, что твой поступок не остался незамеченным, и тебя уже даже дважды отметили. Расскажи, пожалуйста, об этом. Был обычный день, и нам пришло приглашение в Москву от Совета Федерации. Я очень обрадовался, так как посетить Москву – это вообще моя давняя мечта. Вот. Я был очень сильно рад. Я очень ждал этой поездки. Огромное спасибо всем ее организаторам. Спасибо большое, опять же, директору, который организовал билеты, покупку билетов и так далее. Я очень рад, что попал в Совет Федерации в свои, тогда еще 15 лет. И познакомился там с многими хорошими людьми. Сейчас у меня там, оттуда есть много хороших друзей, с которыми я по сей день общаюсь. А недавняя награда, вот буквально, которую тебе на днях вручили? Недавняя награда – это уже награда от молодой гвардии. Им тоже огромное спасибо за эту всю организацию. Я очень рад побывать второй раз в Москве. И сейчас у меня есть цель переехать туда жить. Эта цель появилась после того, когда ты там побывал уже? Или все-таки стояли такие планы? Это была мечта моя с детства. Но вот после посещения именно Москвы я понял, какой этот город прекрасный. И уже точно решил, что должен там жить. Таймураз Дмитриевич, теперь у меня к вам вопрос. Вот, наверное, знаково то, что именно ваш студент медицинского колледжа смог оказать первую помощь, смог взять свои эмоции в руки. Да? Он же сказал, что он сначала растерялся, но потом как-то преодолел себя. Расскажите, пожалуйста, вы обучаете, да, своих студентов оказывать первую помощь, как себя грамотно вести в таких ситуациях? Может, вы и нашим зрителям тоже дадите какие-то правильные советы? Спасибо за вопрос. На сегодняшний день он очень актуальный. Я вот часто думаю о случившемся. И, видимо, вот так получилось, что в нужный момент, в нужное время, ведь это не случилось на земле, это случилось в воде. В самый нужный момент девушке, которой была нанесена не просто тяжелая травма, очень тяжелая травма с большой кровопотерей. И в это время рядом оказался Чермен. И вот, видимо, внутренний порыв, первое, оказать помощь. И, конечно же, самое главное, то, о чем мы с вами говорим, это элементарные навыки оказания первой помощи. И это очень важно. Я вам скажу даже больше. Мне очень хотелось вот в этом вопросе поблагодарить и наших коллег, сотрудников скорой помощи, которые в самый короткий период времени приехали. Потому что то, что сделал Чермен, он способствовал тому, что уже не стало угрозой для жизни. А вот наши коллеги, честь им и хвала, которые приехали, они, конечно, сделали свое благородное дело. Умение навыков владеть оказанием первой помощи – это на сегодняшний день очень актуально. Я вам хочу сказать, что у нас очень интересная программа с нашим Министерством образования,
когда мы уже в течение нескольких месяцев обучаем сотрудников и студентов средних медицинских профессиональных образований оказанию первой медицинской помощи. Очень эффективно. Более 1500. И в дальнейшем мы планируем опять-таки совместно с нашим Министерством образования и науки вот этот наш опыт перевести на средние образовательные учреждения. Потому что когда человек владеет навыками оказания первой помощи, всегда бывает эффект и хороший закономерный конец, то, о чем мы с вами сегодня говорим. Эта девочка, пострадавшая, которая в прошлом году, сейчас она абсолютно здорова. И благодаря, опять-таки, тем навыкам, которые были и есть на сегодняшний день у Чербина. Как раз хотела спросить об этой девочке, потому что я знаю, что операция была довольно сложная. Как себя сейчас чувствует ваша подруга Чермен? Сейчас она чувствует себя прекрасно, все хорошо. Вообще никаких последствий почти нет. Ну, они сейчас просто регулярно ходит к врачам проверяться. Вот. Ну, она носит корсет, потому что травма была очень тяжелая, там были повреждены ребра. Из-за этого она сейчас носит корсет. А так вообще ничего такого серьезного нет, потому что она и ходит, и говорит. Ну, она полностью здоровый человек. Помимо того, что ваш студент мог оказать квалифицированную помощь, как студент медколледжа, наверное, все-таки большую роль сыграло и воспитание, которое ему дали в семье. Ну, расскажите, пожалуйста, о своем сыне. Вот, в каких традициях вы его воспитывали, что старались привить ему? Вообще, когда вы узнали, что о его поступке, как отреагировали? Ну, я знаю, что вы тоже были свидетелем этого события. Да. Растет в обычной семье. Среди дам одних, он у нас единственный. Все ему потакают, все его любят, ценят. Все самое лучшее стараемся привить, любить, разговаривать. Мы постоянно разговариваем на всякие темы. Ну, как меня воспитывали, я все передаю ему. Помогать и старшим, и младшим. Помогать, если есть возможность, и финансово, у кого нету. Ну, надо со всего по чуть-чуть. Если есть возможность, всегда нужно помогать друг другу. Вы поддержали идею сына стать врачом? Это его выбор. Мы ему сказали, выбор за тобой, это твоя жизнь будет. Мы не хотели, чтобы было так, вот я его куда-то определила. Надо жить так, чтобы ты ходил на работу с душой. Твой выбор. Мы всегда поддержим. Чермен, а чем ты руководствовался, когда делал выбор профессии? На самом деле врачом я с детства хотел стать. Вот, ну, где-то в лет 5 я уже знал расположение всех органов в человеческом теле и так далее. Ну, много раз передумывал, хотел стать также строителем, художником, актером и так далее. Но все-таки душа лежит больше к медицине, вот и выбрал медицинский колледж. Где ты планируешь продолжить свое образование? В Москве. Хочу переехать в Москву и взять уже высшее образование там. Ну, ты еще пока не решил, какое направление работы будешь осваивать, или уже решил? Хочу стоматологом стать, терапевтом и ортодонтом. Мы желаем тебе, чтобы у тебя все получилось. Спасибо большое. Когда вы узнали, что ваш студент совершил вот такой поступок, расскажите свои эмоции, впечатления, переживали ли за него, или как это было? Безусловно, конечно, переживали. Я об этом узнал сразу. Но, поверьте мне, я не удивился, потому что я всегда рассчитываю на профессиональную подготовку и работоспособность своих студентов, будем говорить так. Это обусловлено не только вот, любовью к медицине, чем большая часть обусловлена, но и то воспитание, в том числе профессиональная подготовка, о чем мы с вами говорим. И опять-таки, возвращаясь к нашей совместной работе с Министерством образования, которую я часто подчеркиваю, что те программы, которые у нас совместно выполняются, одна из них называется так «Шаг в будущее». «Шаг в будущее», когда на протяжении более 1,5 лет каждый четверг к нам по графику приезжают ученики средних образовательных школ со всей республики, которые смотрят. Мы им делаем экскурсии, показываем нашу аудиторию, симуляционные залы, симуляционные центры. И вторая программа называется так «Суббота в СПО». Каждую субботу во дворе нашего колледжа, во дворе стоит желтый школьный автобус. Тоже приходят ребята вместе с классными руководителями. И хочу отметить, что в этом году был большой набор, очень большой набор.
И меня это радует, меня это радует. Но я вам скажу, анализируя вот эти последние 2 года, ведь более 50% сегодняшних студентов медицинского колледжа – это те, которые у нас побывали. Побывали. Они выбрали это осознанно. Осознанно. И я вам скажу, более того, большая половина – это дети медицинских работников, средних медицинских работников, которые знают уже не понаслышке, о чем идет речь, какая-то работа. Какая-то работа. Ну, очень часто бывает так, что в семье врачей преемственность И не только врачей, но я говорю о существует. наших медицинских сестрах и фельдшерах. Ведь это нет ни в одной профессии, когда мама в течение месяца дома не бывает 5-6 раз. Она бывает на дежурстве. На дежурстве. И когда она приходит домой, она, конечно, делится о своей работе. И все это впитывается. И вот тогда уже осознается выбор будущей замечательной профессии. Таймураз Дмитриевич, может быть, не совсем корректный вопрос от меня будет, но вот как вы считаете, тот специалист, который прошел медицинское среднее образовательное учреждение, колледж, училище и потом продолжил учиться в вузе, или тот специалист, который сразу уже пришел в вуз, какой человек получит более эффективное образование? Я не могу давать этому свою, но я скажу свою точку зрения. Да, точку зрения, безусловно, конечно. все хорошо, что хорошо начинается, хорошо продолжается, и будет закономерный конец. Как в русской поговорке, все хорошо, что хорошо кончается. Но когда первый этап бывает, хорошее начало на примере своих родителей, медицинских работников, продолжение основ среднего образования. Когда уже в возрасте, ведь они большинство, большая часть бывает подросткового периода, 16-17 лет. И когда они уже сталкиваются непосредственно в постели больного, овладевают всеми практическими навыками, конечно, уже дальнейшее совершенствование и рост своей карьеры, это бывает осознанно. И у меня не десятки, а сотни примеров, я хочу сказать, наших хороших, великолепных коллег, врачей, которые с гордостью всегда говорят: а мы заканчивали медицинское училище, медицинский колледж. Чермян, почему ты сделал выбор в пользу медицинского колледжа? То есть уйти с 9 класса, не сдавать ЕГЭ, и потом поступать уже сразу в вуз? Ну, не вижу в этом надобности оставаться до 11 класса, потому что легче сразу поступить в колледж, получить образование там, а потом уже подать на высшее. Я не вижу никакой разницы, что поступить в колледж, что остаться до 11 класса. В колледж как будто бы больше перспектив, я не знаю. Ну, душа так лежит у меня, опять же. Поступить в колледж захотелось. Ну, я знаю, что ты был отличником, да, в школе? И это тоже, наверное, во многом заслуга мамы. Нет? То есть Я Чермян был- никогда с ним не садилась за уроки, ни разу. Он как пошел в 1 класс, у нас был договор. Ты учишься, я работаю. Если ты хочешь ни в чем нуждаться, тогда я работаю, ты учишься. Вот с 1 по 9 класс я ни разу с ним за уроки не села. Я даже не проверяла. Я говорю, получишь 2, это будет твоя 2. Получишь 5, будет твоя. Вот с 1 класса ребенок уже был полностью ответственен за свою учебу. Да. И он садился, он решал. Я приходила с работы, он уже спал. Потому что он пришел с работы, сразу сделал уроки, поигрался и все. Да. Я говорю, чем раньше, тем лучше для тебя. Это такой вот И все. образец сына маминой подруги, только в этом случае. Ну а как? Если я буду работать, Для моих детей ты да, сын маминой знакомый будешь. он будет в чем-то нуждаться. Я буду работать, ты будешь учиться, и все будет нормально. Да даже если вот так вот, возможно, как вы говорите, сын маминой подруги, не особо я могу и повеселиться. Ну, я не говорю, что я идеальный. Я могу и поругаться с кем-нибудь, если мне что-то не нравится. Ну, все мы не идеальны, как говорится. Я могу и повеселиться, и поболтать на парах. Ну, куда же без этого? Но все равно конечно, я считаю, молодость что есть молодость. учеба должна оставаться все равно на первом месте, так как в первую очередь это ты делаешь для себя. Потому что медицина — это такая профессия, где нужно все знать от корочки до корочки. Да. Ну и плюс, наверное, все-таки еще и человеческие приоритеты, которые тебе заложили дома, продолжили все-таки вести воспитательную работу в вашем учебном заведении. Это очень важно, это важно. Тем более сегодняшний год, который был объявлен годом семьи, ведь мы даем знания для людей, для студентов, которые к нам пришли из семьи.
И вот то воспитание, которое получил Чермен, а сегодня мы говорим о Чермене, это очень важно. Кстати говоря, если вы обратили внимание, на бегущей строке у нас идет такая строка. Мы учим тех, которые хотят работать. И это очень важно. При всем уважении к другим профессиям, профессия медицинского работника, она накладывает дополнительный отпечаток. Во-первых, это должно быть чувство милосердия, доброты и, самое главное, сострадания. А это не дается всем. Но семья вот это дает. И я хочу сказать, и это говорю не первый, не второй раз, сказать благодарности маме Чермена. Это ее заслуга. Ее заслуга. И в дальнейшей нашей работе, и не только сегодня и вчера, но наш опыт работы говорит о том, что надо работать как со студентами, так и с их родителями в том числе. И тогда бывает очень хороший эффект, свидетелем которого мы сегодня являемся. Вот сейчас как происходит набор? Я знаю, что очень много желающих учиться именно в вашем учебном заведении бывает. Меня это радует. Конечно. Меня это радует. Я вам скажу, что несколько лет тому назад, когда я прошел медицинский колледж, у нас было 18 ребят, 18 мальчиков. Сейчас у нас 249 ребят. Именно мальчиков? Именно мальчиков. Именно мальчиков. И меня это радует. Это на базе и 9 классов, и на базе 11 классов в том числе. Я вам скажу, вот те ребята, которые поступали и поступают на фельдшерское отделение на сегодняшний день, на лечебное отделение, они практически все 100% оттуда устроены. Опять-таки, возвращаясь к нашему взаимодействию с медицинскими структурами 58-й армии, ФСБ, погрануправлением, МЧС, когда в апреле месяце к нам приезжают представители кадровой службы, мы в актовом зале собираем наших выпускников, фельдшеров и медицинских сестер, и практически, я вам скажу так, большой спрос на наших выпускников. Это абсолютно правильно. И тем более в наше неспокойное время, когда идет выполнение специальной военной операции, 49 наших выпускников на сегодняшний день находятся непосредственно на фронте. 49. Из них 5 девушек, которые возглавляют операционные блоки. Мы с ними все время поддерживаем связь. Я вам хочу сказать, что месяца 3-4 тому назад, когда проходила в зоне специальной военной операции, подводили итоги по военной медицинской составляющей, выпускники Северной Осетии были отмечены как с высокой профессиональной подготовкой. И нас, конечно, это очень радует. И в дальнейшем в этом отношении у нас очень много хороших планов. В том числе мы организовываем военный класс с привлечением будущих наших студентов. И я вам скажу, я почему-то верю и уверен в этом, что в лице Чермена, мне абсолютно кажется, интуиция меня редко когда подводит, это он должен пополнить медицинскую службу вооруженных сил, мне так кажется. Надеюсь, при нашей жизни с мамой мы увидим еще 3 большие звезды полковника медицинской службы. Поэтому вот когда выстраивается хорошая прямая система дальнейшего, да, она осуществляется. Но я единственное, знаете, что еще хочу сказать, что вот Чермен сказал Москву. Мне кажется, что при успешном завершении учебы, а дело к этому идет, да, я думаю, как выпускник нашего замечательного медицинского института, выпускником, который я имею честь, я думаю, прямая дорога ему в нашу медицинскую академию, которая готовит великолепных специалистов, и в том числе военных медиков в том числе. Поэтому я думаю, Чермен, время еще впереди, будем думать дальше. Москва рядом, с другой стороны, Москва далеко, но я рассчитываю пока, что Чермен будет здесь, и всю профессиональную свою будущую подготовку, хотя бы в первые годы, он будет на территории нашей замечательной республики. Поживем, увидим, а Чермену мы желаем реализации всех его желаний, всех его грандиозных планов на жизнь. Спасибо Удачи большое. вам. И спасибо большое, что пришли к нам в студию, поделились своей радостью. Вам тоже спасибо И большое. вам большое спасибо, потому что я буквально 2 слова еще скажу. Ведь по большому счету то, что сделал Чермен, это не единичный случай. У нас частый случай, последний случай, когда на перекрестке, буквально перекресток Комсомольской и улица Павленко, на перекрестке был сбит ребенок.
И наши студенты, которые стояли на остановке, первые оказали ему помощь до приезда скорой помощи. И таких случаев больше, чем достаточно. Поэтому вот изначально основы подготовки и преподавания оказания первой неотложной помощи мы это ввели в практику с первых дней. Это очень важно. Мы им говорим так: вы едете домой на маршрутке, на автобусе, на троллейбусе, в самолете, в вагоне. И вдруг говорит: а медработник есть? Чтобы студент медколледжа никогда не отмолчался, а чтобы он в нужный момент привил вот эти навыки, которые сейчас есть. Поэтому спасибо, что у нас есть такие ребята, герои. И напоследок я еще хочу сказать два слова. Вот Чербен, я уже дважды обратил внимание, когда он сказал: я был с одной подругой, потом была другая подруга. Да? Очень хорошо. Поэтому будущим подругам я всем советую, когда вы едете куда-то отдыхать, всегда, чтобы рядом с вами был подготовленный специалист. И тогда все будет спокойно и надежно. Чего я вам всем желаю. Замечательное пожелание, главное. В преддверии Нового года. Всем основанное здоровья. на жизненном опыте. Совершенно верно. Спасибо вам. И вам большое. спасибо. Вам тоже спасибо. Вам спасибо большое.